Гэта акрабатыка, баскетбол, велосипедный спорт, веславанне на байдарках и каноэ, каратэ, легкая атлетика, кулявая стрельба, пляжный футбол и бадминтон. Падчас гульняў будут разыгрываться путевки на летнюю Олимпиаду 2020 года у Токио. И я считаю, что готовность наших спортсменов довольно-таки высокая. Настрой, скажем так, самый, что ни на есть, позитивный. Все спортсмены настроены только на получение медалей, только на завоевание лицензий на Олимпийские игры и именно на показ своего лучшего результата. Брестская область – активная удзельніца других еўрапейскіх гульняў. Дарэчы, менавіта наш рэгіён першым у краіне сустракаў эстафету полымя миру. Символичный огонь по берасцейской земли пронесли 60 человек – спортсмены, музыканты, артисты. Впервые на грядном канале. На первых европейских играх было выступать эмоционально, не очень тяжело, но хотелось выступить максимально хорошо. Правда, не все получилось там. Надеюсь, что в Минске все выйдет иначе. Для ўсіх аматараў відовішчных стартаў у абласным цэнтры падрыхтавалі фан-зону, дзе штодзень будзе ісці трансляцыя спаборніцтваў. Фан-зона можа змясціць до 350 человек. Побач фудкоры, интерактивные, забавляльные и фотозоны. Когда я смотрю трансляции других соревнований, я переживаю за наших, если они играют, и волнуюсь, чтобы наши победили и чтобы их цели, которые они поставили, сбылись. Фан-зона будзе працаваць штодзень до 30 чэрвеня, так што далучыцца да галоўнай спартыўнай падзеі гэтага лета зможа кожны жадаючы. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».